Добрый день! Адаевская сельская библиотека представляет видеообзор «Конституция Казахстана сквозь призму времени» ко Дню Конституции Республики Казахстан. Единство – это сила, которая способна преодолеть все трудности, решая общие задачи. Каждый улучшает собственную жизнь. Только у сплоченного народа есть уверенность в завтрашнем дне. Сильная единая нация – залог процветания в любых исторических условиях. При этом осознание принадлежности к преуспевающему государству породило солидарную ответственность каждого казахстанца за мир и стабильность. По инициативе лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казахстане сформирована уникальная и до сих пор нигде не повторенная модель единства народа. Ассамблея народа Казахстана на протяжении 20 лет выступает стержневым механизмом гармонизации общества, в котором воплощены идеи дружбы, толерантности и совместного развития культуры и традиций всех казахстанских этносов. Именно Ассамблея народа Казахстана инициировала всенародный референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан. За эти годы Ассамблея превратилась в конституционный орган с правом избирать депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан. Был принят закон об Ассамблее народа Казахстана, не имеющий аналогов в мире и чрезвычайно важный для будущего нашей страны, потому что его нормы формируют основу нашей межнациональной политики. Представители всех народностей и наций, живущие на казахской земле, являются равноправными гражданами Республики Казахстан. Все граждане Казахстана имеют равные права. Наш закон государства гарантирует не только право на работу, но и право на выбор профессии. Человек сам волен найти свое призвание, и государство ему в этом поможет при условии, если этот труд будет на пользу обществу. Много прав записано в Конституции. Это право на жизнь, личную свободу, отдых, на охрану здоровья и так далее. Наряду с правами есть и обязанности человека. Они неотделимы друг от друга. Если каждый гражданин будет в полной мере пользоваться своими правами и свободами, добросовестно исполнять свои обязанности, если везде будет соблюдаться законность, тогда каждый член общества сможет жить свободно и уверенно, смотреть в будущее. Для будущего процветания нашей страны необходима стабильность внутри государства, дружба и согласие между народами, населением